Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я, Орти Аслан на канале Реалити. Сегодня 28 января 2022 года, 20 часов 01 минута по Берлину и 22 часа 01 по Джохару. Приветствую вас всех, друзья. Итак, Довели, приветствую вас. Ва алейкум ассалам, гражданин Ичкерии. Машу Хоуэль, Мадина М. Хоуэль. Неуловимый Джо, ва алейкум ассалам. Леди, и тебе доброго вечера, Машуэль. Так, Ури, ты где? Мы в дороге за полчаса доедем, Саваш. Всем добрый вечер. Так. Всем добрый вечер, леди Маршуэль. 10-10 Клайпеда. Супер, Дойль, отлично. Значит, и слышно, и видно хорошо. Итак, сегодня я снова расскажу про взрывы домов 99 года. Я расскажу вам, что по этому поводу думала Новодворская. Ну и вообще, сегодня я буду больше читать разные статьи, которые не вошли в видео или остались не сильно заметными в этом деле. Сегодня я вам также расскажу про офицера ГРУ Галкина, который давал показания чеченским спецслужбам, который давал признательные показания журналистам, в том числе турецким, где признавался во взрыве дома в Буйнакске. В одном из взрывов дома Буйнакске. Когда мы говорим про взрывы домов 99 года, когда были взорваны 4 дома, 2 в Москве, один в Буйнакске, если в хронологическом порядке их перечислять, 1 в Буйнакске, 2 в Москве, 1 в Волгодонске, и при попытке взрыва 5-го дома в Рязани были задержаны сотрудники Федеральной службы безопасности России. И с тех пор, считается, 21 вечером ночью они закладывали мешки, 22 были задержаны ФСБшники. И 23-го, когда Патрушев объявил, что это были учения и не было взрывчатки, а был сахар, а Путин сказал, что мы будем мочить террористов в сортире, после этого начались непрекращающиеся уже и так открытые боевые действия, начались бомбардировки окрестностей города Джохара. И считается началом войны, можно считать началом войны именно признание Патрушева и Путина в том, что это они, фактическое признание, что они стоят за этими взрывами домов. Но кроме этих взрывов, было много других террористических актов, которые совершались как самим управлением ФСБ, также и при помощи своих агентуры или же там задействованных полезных идиотов, скажем так, которые тоже совершали разные террористические акты. Но все это делалось только лишь по заданию и для ФСБ. И вот об этом сегодня мы поговорим. Постараемся еще кое-какие фамилии, такие как фамилии Галкин, упомянуть. Ну и еще много чего нового мы узнаем. Затем я буду еще рассказывать уже в своих стримах не только про взрывы 99 года, но также убийство сотрудников Красного Креста российскими спецслужбами в нашей стране, в Чеченской республике Ичкерия, также убийство 3 англичан и 1 новозеландца, ну и много чего того, что делала Россия в нашей стране. И я буду, конечно же, вам рассказывать и максимально объективно давать оценку и предоставлять вам факты. Ну, на мой взгляд, объективно. Там посмотрим. Очень сложно быть полностью объективным, когда речь идет о ФСБ или там о банде ГРУ. Так, давайте поздороваемся еще.
Айзи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу алейкум. Ашвовой. Владимир Рабинович, всем салам. Витаю, шалом. Витаю. Шалом, Владимир Рабинович. Так, Аслан Лорс. Ва алейкум ассалам. Так. Все свои. Так, нет слов у нас с новым ником человек. Так, Адам Леон. Украина выстоит. Иншаллах, выстоит Украина. В этом вообще мы не сомневаемся. С Божьей помощью и силой духа украинского народа, конечно же, они выстоят. И, конечно же, при поддержке всего мира. И, слава Богу, мир объединился в единой поддержке, борющуюся за свободу Украину. И это очень радует. Сун уведомление. ЦИР эфирюэль. Чечня Россия говорит, что ему не пришло уведомление о том, что будет эфир. Это распространенное дело. Чечня не Россия. Как модератор наш. Ты знаешь это. Поэтому все будет Ичкерия. Да, Ахиллес. Скилл шаурма. Скилл шаурма. Алейкум ассалам. Маш. Андрей Биченко. Витаю всех, кто за вільну Україну. Андрей, витаю вас. Так. Русский воевак. Костя Рева. Так, русских вояк. Наверное. Слышал про ситуацию, про кадыровский беспредел. Конечно. Так, неуловим Джо. Витаю, Украина. Говорит, Эркен Орональдин. Мое почтение, Казахстан. Эркен, и вам мое почтение. Приветствую вас. Как найти? Салам алейкум. Аслан, и всем привет, и всем приветствую наших союзников. Ва алейкум ассалам, как найти Машуоль. Так, я бы хотел начать рассказ с истории на сайте Sentia.ru, история РФ. Хочу вам рассказать немножко. Поднимем экран, увеличим, чтобы вам лучше было видно. Вот так, наверное. Так. Ну вот, давайте приступим, да? Поздоровались со всеми, вроде потихоньку уже 9 минут в эфире. Можно приступать. Вы мне, если что, в экстренном порядке, модераторы, если будет там сбой какой-нибудь, вы мне пишите, хорошо? Чтобы я мог реагировать. Так, Аслан, украинский Донбасс приветствует. Андрей Соболев. Андрей, приветствую вас. Приветствую Донбасс. Приветствую Украину. Так. Ну вот, смотрите. «8 марта, форум иммигрантов» и так далее. И вот, смотрите, написано 21 сентября 2019 года. Вторая чеченская война началась 23 сентября 1999 года. В этот день российские самолеты начали бомбить Грозный в ответ на утренний теракт в Рязани. Российские военные летчики не знали, что теракт предотвращен и жертв нет. Тем более они не знали, что террористы схвачены. И о том, что эти террористы оказались офицерами Центрального управления ФСБ, пилоты тоже не знали. А уж когда они отбомбились по всей России, разнеслось, что это был не теракт, а учение в мешках, и был не гексоген, а сахар. А покойный ныне спикер Думы оговорился про теракт в Волгодонске за несколько дней до взрывов домов. И по скриптум. Российская история мифография приписывает начало войны на 2 месяца раньше. Это не впервой. Надо же как-то завуалировать этот пассаж. Те даже придумали Великую Отечественную войну, чтобы не говорить, что Вторая мировая началась с нападения Германии СССР на Польшу. Я буду комментировать этот текст, и, наверное, я это
сделаю себя, увеличив во весь экран. Так что я думаю, вы мне поверите, что я читаю то, что тут написано, а ничего от себя не придумываю. И вам так, наверное, будет легче воспринимать то, что я читаю. Итак, 19 сентября 2019 года Дмитрий Волчок пишет. После взрыва дома в Печатниках 1999 года. И здесь фотография. На улице Гурьянова мы с оператором Володькой примчались минут через 15 после взрыва дома. Еще не осела пыль, повсюду слышались крики и стоны, а из газовых труб вырывалось пламя. Первым делом мы бросились к мужчине в одних трусах, который звал свою жену и внучку. Он жил на 2-м этаже, стена обрушилась, и на них упал горящий шкаф. Сначала были слышны крики девочки, а потом все затихло. С помощью каких-то тумбочек мы с пенсионером попытались забраться наверх, но тут подошел мент. «А у вас разрешение на съемку есть?» Я редко ругаюсь матом, но тут понес на этого придурка в погонах, и он убежал. Потом мы вошли в одну из уцелевших квартир на 1-м этаже и увидели спасателя, который рылся в шкафах и искал деньги и ценности. Обратите внимание, спасатель на месте взрыва, чрезвычайной ситуации, чем занимается российский спасатель. И, кстати, тоже отмечаю, вот я предыдущее сейчас прочитал, что летчик не знал, что задержаны сотрудники ФСБ в Рязани, летчик не знал, что никто не погиб от взрыва и так далее, и так далее. Здесь я хотел бы сказать, что российские летчики, о которых Джохар Дудаев очень верно сказал, это самые первые военные преступники, которые даже если они и знали бы, а как мы знаем, после того, как они узнали, они продолжали усиленно бомбить Грозный, уже город Джохар, а потом они и в Сирии отметились, что эти люди абсолютные преступники, абсолютные циничные мерзавцы и подонки. Это так, про российских летчиков, военных, бомбометателей. И вот мы видим, как ведут себя спасатели на месте взрыва в дома Печатника. Так, когда заметь, что искал деньги и ценности. Заметив нас, он выпрыгнул в окно, затем мы вынесли из дома кричащих от боли старушек и инвалидов и прекратили съемку. Когда закончились видеокассеты, среди пыли и обломка я заметил светящиеся при луне какие-то точки. Подошел ближе, а это оказалось глаза погибших людей. Никогда не забуду светящиеся глаза полуголой мертвой женщины. Прошел год, а мне по почте прислали икону. В посылке была записка: «Спасибо, Сергей, за репортаж. Все время вспоминаю того мужчину в трусах, зовущего свою внучку». Так журналист Сергей Канев вспоминает взрыв жилого дома на улице Гурьянова в Москве в ночь на 9 сентября 1999 года. 31 августа 1999 года произошел взрыв в торговом комплексе «Охотный ряд» под Манежной площадью в Москве. 4 сентября взрыв жилого дома в Буйнакске. 13 сентября был взорван дом на Каширском шоссе в Москве, а 16 сентября дом в Волгодонске. Погибли почти 250 человек, по другим данным 307 человек. Это я от себя говорю про 307, здесь указано 250. Пострадали около 1500. 22 сентября было объявлено о предотвращении взрыва жилого дома в Рязани, но потом руководство ФСБ объявило, что это были учения. 23 сентября российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей. Скромнейший рейтинг премьер-министра Владимира Путина, пообещавший мочить террористов в сортире, начал стремительное движение вверх. Прошло 20 лет, но не существует внятного ответа на вопрос, кто и как спланировал теракты, в которых погибло почти 250 человек и пострадали около 1500. Даже официальная версия никак не подтверждает, что за терактами стоит тогдашнее руководство Чечни. Попытки разобраться, что за учения ФСБ планировались в подвале жилого дома в Рязани, завершились фиаско. Руководство спецслужбы не только не потрудилось дать разъяснение, но и принялась преследовать тех, кто пытался провести независимое расследование.
Прошло 20 лет, но не существует внятного ответа на вопрос, кто и как спланировал теракты, в которых погибло почти 250 человек. Так, это уже повторно тут повторяется. В статье «Вопросы, которым 20 лет», опубликованной на Радио Свобода к 20-й годовщине взрыва на улице Гурьянова, Юрий Федоров напоминает об ожесточенной борьбе за власть в 1999 году. И если бы не было терактов и возобновления войны в Чечне, у Владимира Путина не было бы шансов стать президентом России. К такому выводу приходит и американский журналист Дэвид Саттер, написавший книгу «Darkness at Dawn» «Тьма на рассвете» 2003 год о событиях 1999 года и превращении России в криминальное государство. Я абсолютно уверен, что ФСБ ответственно за взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске и попытки взорвать здания в Рязани. Я думаю, что теракты были спланированы ельцинским окружением, по всей видимости, Березовским, и что Путин стал премьер-министром в силу его готовности участвовать. Рассекреченные в США документы свидетельствуют, что 8 сентября Ельцин убеждал Клинтона, что Путин, у которого тогда было 2% поддержки, станет президентом России. На следующий день было взорвано здание на улице Гурьянова. Мы не можем исключить, что Ельцин либо согласился прикрыть тех, кто взрывал дома, или отдал приказ сам, говорит Дэвид Саттер. Сам Борис Березовский утверждал, что в 1999 году не считал это спецоперацией, а потом стал собирать свидетельства и убедился в том, что за взрывами стоит ФСБ. Тут я, конечно, согласен с Дэвидом Саттером, а не как бы покойным Борисом Абрамовичем Березовским, так как только клинический идиот, а Борис Березовский был далеко не клинический идиот, не мог понимать и не понимал, кто взрывал эти дома и для чего их взрывают. В этом можно подумать, что такие люди, такие приближенные к верхушке власти люди, ослеплены там, я не знаю, какими-то там государственными проектами, экономикой, социальными какими-то проектами, и они как бы не видят этого всего. Я не могу с этим согласиться, просто никак я не могу с этим согласиться, потому что и Березовский, и все остальные, которые находились рядом, и я тогда еще молодой человек, который не находился рядом с ними, прекрасно должны были понимать, и понимал, я лично могу за себя сказать, кто стоял за этими взрывами. После рязанских учений в этом не осталось ни малейших сомнений. Поэтому Борису Березовскому не верю. Один из главных аргументов Березовского – вывод английских и французских экспертов, изучавших фотографии взрывного устройства, найденного в Рязани, и подтвердившего, что оно настоящее и вовсе не муляж, как объявила ФСБ. Это очень верное замечание Бориса Абрамовича. Вот вы видите тот самый муляж, так называемый. Так, это не открылось мне. Ну вот вы видите вот эту фотографию. И это очень важное доказательство того, одно из важных доказательств, что это был не муляж, а была самая настоящая бомба, с самым настоящим детонатором. Артем Круглов, создатель ресурса «Путинизм», напоминает последовательность рязанских событий. Это тоже очень важный, необходимый документ, который мы должны тоже и в видеоформате его иметь в том числе. Так, друзья, если вы пишете комментарии, вы немножко подождите, это буквально займет минут 10-15 еще. Я постараюсь уложиться и потом буду отвечать на ваши вопросы. Официальной версии рязанского инцидента было две. Официальной версии рязанского инцидента было две. Одна прожила 2 дня, с 22 сентября до утра 24 сентября 1999 года. Эти 2 дня официальные власти сообщили о попытках теракта в Рязани, массового убийства жителей 9-этажного дома на улице Новоселов. 3 террориста хотели подорвать дом в московском стиле. Дом
такой в московском стиле. 3 мешка со взрывчаткой и в подвал таймер на раннее утро, чтобы спящий дом сложился и была гора трупов, как ранее в Москве и на Каширке и улице Гурьянова. В Москве на Каширке и на улице Гурьянова. Путин немного заговорился и сказал странную фразу про рязанский инцидент. «Я не думаю, что это был какой-то прокол», сказал Путин. 23 сентября пресс-центр МВД официально сообщил о гексогене в мешках, а рязанская ФСБ столь же официально возбудила уголовное дело по статье 205 «Террористический акт». О попытке теракта сообщил ведущий государственной СМИ. По ТВ показали фотороботы подозреваемых. Вот это была первая официальная версия властей, и в нее я верю. Вечером 23 сентября о мешках со взрывчаткой в Рязани говорил сам Путин на пресс-конференции в Астане. Благодарил население за бдительность. Правда, на пресс-конференции Путин немного заговорился и сказал странную фразу про рязанский инцидент. «Я не думаю, что это был какой-то прокол». Какой прокол? Кто прокололся? Но на это никто не обратил внимания. Тем более там же в Астане он произнес свою знаменитую тираду мочить в сортире террористов, и это затмило все остальное. Такова была вообще его предвыборная кампания в 1999 году, когда его ввели к власти. Смотрите, чеченцы взрывают ваши дома, убивают ваших детей среди ночи, а я, Путин, спаситель, буду мочить по сортирам. А между тем прокол-то действительно вышел. Это стало понятно утром 24 сентября. На тот момент рязанские террористы уже то ли задержали, то ли вычислили квартиру, где они прятались в городе. И тогда около полудня в телевизоре появился Патрушев. И неожиданно озвучил новую версию событий, подозреваемые не чеченцы, а сотрудники ФСБ. Это был не теракт, а учение, а в мешках был сахар. Через 5 месяцев, 22 марта 2000 года, бывшие командиры группы «Альфа» генерал Зайцев и группы «Вымпел» генерал Герасимов провели пресс-конференцию, где поведали подробности учений ФСБ. Спецназовцы из «Вымпела», диверсанты ФСБ, поехали в Рязань на машине из Москвы, приехали к вечеру, купили сахар на местном базаре, охотничий патрон для детонатора там же на месте, а потом отправились в спальный пролетарский район проверять бдительность в одной из многоэтажек. Здесь важно отметить одну очень такую важную деталь. Ельцин, когда приходил к власти на Лубянской площади в Москве, сказал, что мы не будем штурмовать здание ФСБ, народу, который собрался. И повторил это свое предложение 2 раза для всех присутствующих, чтобы они не штурмовали здание ФСБ. И тем самым было спасено ФСБ, самая крупная террористическая организация. Никогда террористы из ФСБ, КГБ, НКВД, ЧК, ВЧК, они никогда не думали о русских, о других народах. Они думают только о своей системе КГБ, которыми и той о той власти, которой они располагают. И их задача в 1991 году, когда они переформатировали колхозную экономику, которая не могла конкурировать с западной рыночной экономикой, в рыночную экономику, тогда они не думали о каких-то великих трудах Ленина, о жертвах во имя достижения светлого коммунизма или светлого будущего, который сейчас строят другие продолжатели в том же направлении. То же самое, и можно обратить внимание, было на то, что говорит дочь Навального, Алексея Навального, при вручении ему там премии, что это не все ФСБ, а там какие-то товарищи из ФСБ виноваты в этом. Я так в корне, конечно же, не согласен и ни в коем случае не могу согласиться с этим утверждением. ФСБ виновато все, и не только за взрывы домов, да, и не только за другие террористические акты, которые приписывались чеченцам для дискредитации чеченцев.
совершая сами или через своих там прокси-террористов. Но и все ФСБ замешано, потому что, вот, например, генерал Зайцев, да, бывший командир генерал Зайцев и группы «Вымпел» Герасимов, которые фактически пенсионеры, заступаются за Путина, за Патрушева и говорят, и начинают, и принимают соучастие в сокрытии следов преступления, попытки завести общественность и следствие по ложному пути в тупик, тем самым оправдать террористов. Поэтому я считаю, все ФСБ виновато, и не только вот Зайцев с Герасимовым являются пособниками террористов, они сами являются террористами, абсолютно убежден в этом, но и все ФСБ является. И еще не только потому, что они вот как Герасимов и Зайцев не принимали участие, да, в сокрытии следов преступления. То, что молчали, у них преступное бездействие, оно приравнивается к преступлению, и вся И опять же, мы не говорим про другие террористические акты, которые были совершены до начала агрессии против Чеченской Республики Ичкерия, начиная еще со времен Джохара Дудаева, и после, да, после оккупации Чеченской Республики, да, и другие действия, которые совершались бандой ФСБ. Поэтому учтите, что не какая-то определенная группа внутри ФСБ занимается, а вся ФСБ является террористической бандой, и любой член этой банды является преступником до тех пор, пока он не вышел из этой преступной организации и не способствовал предотвращению деятельности этой террористической организации всеми доступными ему способами. В рамках закона, конечно же. Так, вот Зайцев с Герасимовым, тоже этот факт мне был известен, но вот хорошо, я о нем очень редко говорил, хорошо, что сейчас о нем было сказано. В эту версию Патрушева и ее дальнейшие подробности, которые поведали генералы Зайцев и Герасимов, я не верю, говорит пишущий. Не буду повторять все претензии к ней, об этом много писали за 20 лет, начиная с Литвиненко, что учения так и не проводятся, а реальным уголовным делом по 205 статье с выкидыванием жителей дома на улицу среди ночи, почему об учениях сообщили только на третий день, когда дальше врать уже возможности не было, исполнители попались и так далее. Остановлюсь только на одном моменте, который Литвиненко и другие расследователи в свое время упустили, и он важен. Взрывчатка, которую взрывали дома на Каширке и Гурьянова, это был, строго говоря, не гексоген, а смесь тротила с гексогеном. Гексоген в чистом виде для подрыва использовать нельзя, он слишком чувствителен и взрывоопасен, поэтому смешивают с тротилом. 10 сентября 1999 года у ФСБ по Москве и Московской области официально сообщила, что дом на Гурьянова был подорван бризантным смесевым веществом из тротила и гексогена массой около 350 кг в тротиловом эквиваленте. Аналогичные сообщения о смесевой взрывчатке были и в отношении дома на Каширке. 24 марта 2000 года в эфире телеканала НТВ в знаменитой программе «Рязанский сахар» житель дома в Рязани Евгений Картофельников, который обнаружил мешки, описывал их содержание как желтоватую вермишель. Мелко порезанную желтоватое вещество, не сахар, а вермишель. Заметьте, вермишель, так выглядит чешуированный тротил. Тротил в сыпучем виде. Гексоген в сыпучем виде – это бесцветные кристаллы типа сахара, несущественно меньше, чем чешуированный тротил, поэтому в глаза свидетелю бросилась более крупная желтая вермишель в мешках. Тем не менее, когда прибыли взрывотехники ГУВД, газоанализатор показал, что в подвале присутствуют пары гексогена, после чего началась спешная эвакуация дома. А теперь вопрос. В мешках был сахар, говорит Патрушев, его купили на базаре, говорят генералы, но содержимое мешков вовсе не выглядело как сахар, говорят свидетели, скорее как вермишель желтого цвета. Вермишель диверсанты тоже купили на базаре, получается.
Они там мешками продаются. Действительно, прокол у чекистов вышел. Сначала спалились исполнители в ходе учений по взрыву дома, потом версия с сахаром оказалась плохо продуманной импровизацией, ибо даже содержимое мешков не выглядело как сахар. Жаль только, что с 200 с лишним простых москвичей жертв чекистского террора уже не вернуть. Артем Круглов упомянул расследование бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который написал 2 книги «ФСБ взрывает Россию» совместно с историком Юрием Фельштинским и «ЛПГ. Лубянская преступная группировка». По книге «ФСБ взрывает Россию» был снят документальный фильм режиссером Жана Шарли Деньо и Шарла Газеля «Покушение на Россию». Попытки публичного показа фильма в России пресекли спецслужбами. В 2002 году сотрудники Пулковской таможни изъяли у возвращавшегося из Лондона депутата Государственной Думы Юлии Рыбакова 100 кассет с фильмов. Книгу «ФСБ взрывает Россию» тоже пытались не допустить в страну. И интересна эта история прежде всего тем, что было возбуждено дело о разглашении гостайны. То есть спецслужба призналась, что версия о причастности чекистам к терактам является государственной тайной. Мы публикуем отрывок из воспоминания правозащитника и журналиста от Александра Подробинника «Третья жизнь». Автор ищет отважного издателя, который согласится опубликовать его мемуары полностью. В России книги Александра Литвиненко издатели не решились напечатать, а Подробинник в 2004 году попытался распространять тиражи, изданные за рубежом. Вот к чему это привело. Книгу о лубянской преступной группировке нам удалось завести в Россию. Напечатали ее в типографии в Латвии. Тираж доставили в Россию совершенно легально, с прохождением таможенного досмотра и выполнением всех необходимых пограничных процедур. Единственная особенность этой операции – мы не говорили о ней вслух. Все телефонные переговоры я вел со специально купленным по этому случаю мобильного телефона и анонимной сим-карте. И никогда в помещении, которое могло бы прослушиваться ФСБ. Поэтому все прошло не только законно, но благополучно. Книги поступили в наше распоряжение, мы продавали. Так, пропустим этот момент и зачитаю отсюда. Передача автомашины состоялась в тот же день на том же посту милиции. Сотрудники ФСБ прикатились с постановлением об обыске и изъяли весь тираж. Так, это все тоже опять по книгу, чтобы вы тоже знали. Вот эта книга «ФСБ взрывает Россию». Вот эта книга, она запрещена в России еще тогда. И по этой книге было возбуждено дело за разглашение государственной тайны. Уголовное дело было возбуждено. Так, «Тьма на рассвете». Автору книги «Тьма на рассвете» Дэвиду Саттеру было отказано получение российской визы. И автора книги «ФСБ взрывает Россию» Александра Литвиненко убили в Лондоне радиоактивным полонием. Его соавтор, живущий в США, историк Юрий Фельштинский, считает это убийство ответом российских властей на расследование, которым занимался Литвиненко. Должен сказать, что моя и Александра Литвиненко уверенность в том, что за взрывами домов в России в сентябре 1999 года стояли российские спецслужбы, была твердой с того момента, как наша рукопись «ФСБ взрывает Россию» приняла окончательный вид и была в августе 2001 года опубликована спецвыпуском «Новой газеты». Иначе мы бы публиковать ее не стали. Разумеется, важно было, как встретят эту публикацию в обществе и в Кремле, и на Лубянке. К всеобщему удивлению, правительством и спецслужбами публикация «Новой газеты», а это тираж 100-120 тысяч с распространением по всей России, была встречена молчанием, как будто и не было ее. Где-то через неделю-две Александр Проханов в своей ультраконсервативной газете «Завтра» опубликовал статью, смысл которой был в том, что мы выстрелили из пушки по Кремлю, и этим выстрелом Кремле всех убило. После этого делались разные ленивые публикации с целью отмахнуться от наших обвинений. Были даже статьи о том, что эту книгу писали не мы с Литвиненко, а отдел ЦРУ из 300 человек. Но будем откровенны, после Рязанской истории поверить в то, что за терактами стояли не спецслужбы РФ,
было достаточно сложно. В Думе попробовали в те дни создать Думскую комиссию по расследованию терактов, но инициаторы этой резолюции не набрали достаточно голосов, и резолюция не прошла. Здесь стоит отметить, что Государственная Дума того созыва является также пособником, и чему свидетельствуют вот те слова, которые я сейчас прочитал. Государственная Дума не поддержала инициативу создания комиссии расследования этих домов. Комиссии по расследованию терактов. Но инициаторы этой резолюции не набрали достаточно голосов, и резолюция не прошла, хотя ее сторонники голосов не добрали немного. Проводились многочисленные опросы среди российского населения. Тогда еще и народ, и пресса были свободны. Ну, относительно, конечно, свободны. Которые давали поразительные результаты. После нашей публикации большая часть населения России считала, что дома взрывали не чеченцы, а существенная часть считала, что за взрывами стояли спецслужбы РФ. Все эти публикации отслеживал. Я все эти публикации отслеживал, говорит Фельштинский, и у меня собрана большая их подборка, так что то, что я сейчас пишу, не голословно и не по памяти. Здесь следует указать на один важный момент. В 2001 году и по сей день, даже по версии ФСБ, если откинуть все, что опубликовали и говорили мы с Литвиненко в сентябрьских терактах, не был задействован ни один чеченец. Повторяю, даже по версии ФСБ. А ведь войну начали против Чеченской Республики, формально являвшейся, впрочем, частью России, как они говорили. Был еще один убийственный для российского руководства и спецслужб РФ аргумент. Вторая Чеченская война началась 23 сентября 1999 года. В тот день российские самолеты начали бомбить Грозный в ответ на утренний теракт в Рязани. Наверное, получившие в то утро приказ российские военные летчики не знали, что теракт предотвращен и жертв нет. Тем более не знали, что террористы схвачены местными правоохранительными органами. И о том, что эти террористы оказались офицерами Центрального управления ФСБ, пилоты тоже не знали. А уж когда они отбомбились по всей России, разнесло, что это был не теракт, а учение. И в мешках был не гексоген, а сахар. А война была уже в полном разгаре. Вторая Чеченская война объявлена в ответ на учение ФСБ в Рязани. После этого не поверить аргументации книги ФСБ в России было сложно. Я думаю, российские бомбардировщики, пилоты бомбардировщиков должны были, если они мужчины, конечно, ну, конечно, они не мужчины, должны были в срочном порядке заняться Лубянкой и Кремлем. Но они не мужчины, они палачи и преступники, которые обязательно даже в 90 и в 100 лет мы будем устанавливать их фамилии и привлекать к уголовной ответственности. Все, кто бомбил город Джохар, Чеченскую республику Ичкерия, кто бомбил Сирию, ну, наше дело Чеченская республика Ичкерия. Обязательно в порядке мы всех привлечем. Уголовная ответственность. Всех пилотов, какие бы они были хорошими бы не были для Путина. С сентября 2001 года к нам стала поступать новая информация, касающаяся терактов. Эту информацию мы аккуратно собирали, анализировали, обобщали и по возможности все пытались сразу же публиковать, чтобы не держать общественность в неведении. Мы сделали документальный фильм «Покушение на Россию». Английская версия называлась «Blowing Up Russia», как и английская книга. Со временем на меня вышли практически все карачаево-черкесы, которые по версии ФСБ были теми самыми чеченскими террористами, взрывавшими дома. Прятались они все тогда в Грузии. Мы пытались неудачно встретиться с Гачияевым, который утверждал, что невиновен и к терактам вообще не имеет никакого отношения. Я вел очень сложную переписку с Крым-Шамхаловым и Батчаевым, которые, в отличие от Гачаева, не отрицали своей вины и причастны к терактам, но писали, что ими руководили не чеченцы, в том числе ни Масхадов, ни Басаев, ни Хатаб, а люди, как они теперь понимают, из спецслужб. В какой-то момент со мной связался представитель Аслана Масхадова
президента Чеченской Республики Ичкерия, поблагодарил за книгу и спросил, чем он может быть мне полезен. Я попросил президента Чеченской Республики высказать свою позицию относительно сентябрьских терактов. Через несколько дней ко мне по факсу пришло заявление Масхадова, который категорически отрицал причастность чеченцев к сентябрьским событиям в России. Затем я сумел добыть, что заняло много месяцев, пленку с показаниями старшего лейтенанта ГРУ Алексея Галкина, взятого в плен чеченской стороной в ноябре 1999 года и под запись рассказавшего пленившим его сепаратистам о том, что дома в России взрывали спецслужбы. Полная расшифровка этих показаний была мною опубликована в «Новой газете». Здесь я, конечно, обратился к Фельштинскому и другим людям, которые нас называют сепаратистами. Каждый раз обращаюсь по этому поводу. Но вы, когда называете нас сепаратистами, вы фактически оправдываете геноцид русских против нас, России против нас. Сравнивать нас тем сбродом, который продался за похлебку на Донбассе России, называя их сепаратистами, и нас, сравнивая нашу национально-освободительную борьбу с их бандитскими в надежде получить похлебку из золотой каемкой, похлебку от России, да, считая, что Россия их будет кормить там, как это были кримчане и лугандонцы, вы оскорбляете нас в первую очередь и память сотен тысяч и миллионов чеченцев, убитых вашей страной, вашей Россией, или не вашей, если речь о Фельштинском, не знаю, чей он гражданин, по-моему, Америки. Мы никогда не были частью целого. Сепаратизм, да, сепаратизм, что кто не понимает, для тех просто скажу, что это отделение чего-то целого, разделение чего-то целого. Мы никогда не были частью России, чтобы вы нас называли сепаратистами. Вот эта позиция, она очень коварна, она очень подла по отношению к нам. Я не могу в корне согласиться, кто бы ни говорил такие вещи, будь это Фельштинский, или это будет Франческо Бенедетти, или любой другой человек, если он нас назовет сепаратистами, то он получит ответ, что он нас этим оскорбляет. И юридически неправильно нас называть сепаратистами, если речь уже брать не человеческие отношения, а называть вещи своими именами. Мы никогда не были частью России. А если были, то покажите документы. Покажите ссылку на документы, где мы являемся частью, добровольной частью России, добровольно вошедшей и являвшей неотъемлемой русской землей, как они говорят. Мы не были сепаратистами. И если международное право, которое придумано не нами, считает нужным закрыть глаза на такой вопиющий факт нарушения международного права, то я не согласен соблюдать международное право частями, где выгодно это большим странам, сильным странам, а где невыгодно, ну ладно, маленькие страны, маленькие народы, мы придерживаемся. Нет, вы должны придерживаться всегда международного права и взглядов, честных, объективных взглядов. Ладно, допустим, государство, политик не делает это, но почему так поступают журналисты? Почему поступают так правозащитники, историки, независимые общественные какие-нибудь деятели? Я с этим в корне не согласен. Мы не сепаратисты. И никогда ими не были. Никогда ими не были. Так. То есть никогда не были единым целым с Россией. И никогда им не будем. Так, много было всего драматичного. Последнее русское издание книги содержало 213 страниц изначального текста и 35 приложений, еще 270 страниц. Самое интересное, их
то, что было собрано в сентябре 2001 года. После этого мы решили поставить в этом вопросе жирную точку, сколько можно заниматься одной темой. И тут в ноябре 2006 года убили Литвиненко. В 2007 году наша, в общем-то, везде забытая, кроме России, книга вышла на 20 языках во всем цивилизованном мире. Потому что в ноябре 2006 года российское руководство предъявило главное доказательство, что за взрывами домов стояли спецслужбы Российской Федерации. Они убили моего соавтора. Будем откровенны, за ложь и клевету в СССР и России никогда никого не убивали. Только за правду. Вопрос, который нас интересовал в 2001 году и позже, знал ли Путин о планировавшихся терактах, акциях спецслужб, мы отвечали на него утвердительно уже в 2001 году. И эта уверенность не ослабла с годами. Путин возглавлял ФСБ до середины августа 1999 года. Затем он стал премьер-министром. Теракты произошли в сентябре. Есть свидетельство Сергея Степашина, бывшего директора ФСК, о том, что вторжение в Чечню готовилось заблаговременно. И произошло бы даже в том случае, если бы теракты в сентябре не состоялись. Иными словами, теракты были вспомогательной операцией, а не основной. Основной было развязывание войны в Чечне. Как, несмотря на сентябрьские события, для проведения такого рода операции нужно время. И получается, что планирование их началось, когда Путин стоял во главе ФСБ. Согласитесь, вполне логично, что директор ФСБ, планировавший и, главное, одобривший эти операции за тот риск, который он взял на себя, получает и главный приз. Сначала должность премьер-министра, а затем президентство. Разыгрывалась на кону в этой игре Россия вся Россия. Со всем ее населением, территориями, недрами. А цена вопроса совсем небольшая. 300-400 человек. 300-400, а не 300. Потому что в Рязани должны были погибнуть очень много народа. Если вам кажется, что такого не может быть, потому что не готов был Путин истребить 300-400 человек ради прихода к власти, посмотрите на операцию по вторжению в Восточную Украину. Там погибло еще больше российских гражданских. Украинцев, как и чеченцев, считать не будем. Там погибли тысячи, а может и больше. Никто ведь не считал и не отчитывался перед общественностью. Но разве можно сравнить всю Россию с двумя крошечными искусственно созданными парками советского периода под названием ЛНР и ДНР? Россия приз бесценный. За него сколько угодно народу можно положить. Последние 20 лет не привнесли ничего, что в чем-то с фактической, психологической или политической стороны покоробило бы во мне уверенность в выводах 2001 года. За сентябрьскими терактами в России стояли российские спецслужбы и лично Путин, как их бывший непосредственный начальник и нынешний политический руководитель. Не уходя далеко, я вам напомню про лейтенанта Алексея Галкина и его показания. Они есть на infopedia.su. Сейчас я вам покажу. Вот адрес. Там вы можете прочитать все, что вы хотите, целиком и полностью. Так, инфопедия. Старший лейтенант А.В. Галкин дает интервью группе иностранных журналистов, в том числе американскому и турецкому. Вопросы задаются на английском и переводятся на русский. В распечатке даются русские переводы вопросов, озвученные переводчиком, и ответ Галкина. Этот Галкин, тот самый Галкин, о котором в своих других эфирах я говорил про задержанного нашими спецслужбами офицера российского ГРУ, или Главного генерального управления Генерального штаба, Главного управления Генерального штаба России. Этот человек, военнослужащий, взрывал дома семьями военнослужащих в Дагестане, которые проживали. Там были не только дагестанцы, но и русские. Но это так, чтобы было понятно. То есть военные убивали своих военных, ФСБ и военные убивали своих военных, чтобы обвинить в этом нас, для того, чтобы начать нас на законных основаниях и под улюлюканье всего русского народа убивать. Так, одну минутку.
Сейчас я вернусь к вашим вопросам, друзья. Только зачитаю вот показания вот этого террориста. Так. Переводчик, журналист. Далее, журналист. Можете представиться, пожалуйста. Галкин. Помощник начальника направления, старший лейтенант Галкин Алексей Викторович. Сотрудник. Иностранные журналисты указывают, что Галкин плохо сидит и на него не падает свет камеры. Галкина пересаживают правее. Журналист. Вот сюда можете ближе к свету. Еще раз в камеру скажите, пожалуйста. Галкин. Помощник начальника направления, старший лейтенант Галкин Алексей Викторович, сотрудник Главного разведывательного управления Российской Федерации. Журналист. Могу ли я спросить, пожалуйста, как вы сюда попали? Галкин. Вместе с полковником Ивановым и старшим лейтенантом Пахомовым был задержан 3 октября на территории Чеченской Республики Ичкерия при попытке проехать из Моздока в селение Бено-Юрт для выполнения специального задания. Это удостоверение... Так. И при попытке пересечения специального задания. Журналист. И при попытке пересечения... Вот эти все документы, вот это ваше удостоверение, вот это оно находилось при вас, показывает удостоверение. Галкин, это удостоверение находилось при мне. И вот эти вот документы находились в наших личных вещах. Журналист, какую именно цель несет вот эта информация, которая находится в этой книжке? Что за информация здесь находится? Галкин, здесь находится переговорная таблица, показывает, для работы посредством связи, то есть таблица кодированных сообщений для передачи информации по открытым каналам связи, таким как УКВ радиостанция типа Моторола, Kenwood и радиостанция ФТ. Журналист, с какой целью информация вот в этих книжках? Показывает книжку. Галкин, это блокнот с расчетными формулами для подрыва конструкций, строений, зданий и разных сооружений. Журналист, это ваша запись, ваш почерк. Галкин, да, это мой почерк. Журналист, что вы собираетесь делать с этой информацией, с помощью этой информации? Галкин, наша задача была минирование автомобильных дорог с целью уничтожения автотранспорта с беженцами и мирным населением, а также в дальнейшем для минирования зданий и подрыва зданий с мирным населением. Журналист, принимали вы ли участие во взрывах зданий в Москве и Дагестане? Галкин, лично я участие во взрывах зданий в Москве и в Дагестане принимал, но мне известно, видимо здесь имеется в виду не принимал, но мне известно, кто подорвал, кто стоит за подрывом зданий в Москве и кто подорвал здание в Буйнакске. Журналист, вы можете сказать кто? Или, давай читаем как читаем, принимал он тут говорит. Галкин, за подрыв зданий в Москве и Волгодонске ответственные спецслужбы России, ФСБ, совместно с Главным разведывательным управлением. Подрыв зданий в Буйнакске – это дело рук сотрудников нашей группы, которая в то время находилась в командировке в Дагестане. Журналист. И насколько я знаю, уже здесь вы были сняты на пленку. Сознавались во всем этом. По-видимому, вы были сняты на видеокамеру. И когда вы во время съемок, вы действительно по собственному желанию. Голос за кадром руководителя Чеченской службы безопасности Абу Мавсаева. На этот вопрос не надо отвечать. Журналист, как к вам здесь относились? Галкин, ко мне здесь относились хорошо. Меня, как военнопленного, здесь не били. 3 раза в день кормили и при необходимости оказывали медицинскую помощь. Журналист, здесь заявление, сделанное вами. Вы подтверждаете, чтобы сделали это добровольно, без какого-либо давления с чьей-либо стороны. Галкин, это заявление напечатано с моих слов. Я написал это заявление от рук, держит бумажку перед лицом, с моей личной подписью. Журналист, сейчас на данный момент, когда вы с нами говорите, вы боитесь чего-нибудь? Галкин, нет, просто я первый раз выступаю перед журналистами западных телекомпаний, поэтому немного волнуюсь. Голос за кадром Абу Мавсаева. Ихние спецслужбы не должны выступать по. Галкин, просто-напросто по роду нашей службы мы должны перед телекамерами, не должны показываться. Напряженно улыбается. Журналист, спасибо. Голос за кадром.
Да, теперь вопросы только на турецком языке. Сюда переходите. Журналист. Это те вопросы только на турецком спросят и все. Вопросы задаются на турецком языке, затем переводятся на русский. Журналист. Вы подтверждаете, что все эти документы принадлежат вам. Вот это удостоверение, вот это заявление, все это принадлежит вам. Галкин показывает удостоверение в развернутом виде. Галкин. Да, все эти документы принадлежат мне. Журналист. С какой целью вы прибыли в этот регион? Дагестан, потом в Чечню. Галкин. В Дагестан и Чечню мы прибыли для проведения террористических актов на территории Дагестана и на территории Чеченской республики Ичкерия. Журналист. И против кого были эти акты направлены? Вы должны сделать взрывы против мирного населения или кого-нибудь еще? Галкин. Эти взрывы были направлены против мирного населения. И кто? С чьей стороны вы были назначены? Галкин. Мы были назначены и отправлены в командировку распоряжением начальника Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации. Журналист. Можете назвать имя именно вот этого человека, который вас послал? Галкин. Это генерал-полковник Корабельников, начальник Главного разведывательного управления и начальник 14-го управления Главного разведывательного управления генерал-лейтенант Костечко. Костечко. Журналист, вы лично и ваше подразделение имели отношение к взрывам в Москве? Галкин. Лично наше подразделение к взрывам в Москве отношения не имеет, так как в то время мы находились в Дагестане. Сотрудниками нашего подразделения численностью 12 человек, которые находились в это время в Дагестане, был произведен взрыв дома в Буйнакске. Вот я вам немножко рассказал о тех событиях. Сейчас я почитаю немножко ваши комментарии, и потом я расскажу, что по этому поводу думала Валерия Новодворская. Сейчас я найду вас, где вы. Тут у меня. Вот, нашел. Теперь я могу почитать ваши комментарии. Рязанские учения проводил ЦСН. Это логично. Это все-таки крупная диверсия, подрыв многоэтажки со спящими жителями. ЦСН был создан Путиным в 1998 году, когда он еще был директором ФСБ, говорит Фриман, антипутинист. Да, Фриман, и я могу сказать, что именно с приходом Путина к власти, ФСБ, директором ФСБ в 1998 году, началась массированная вербовка чеченцев вот в эту террористическую организацию. И это я могу сказать по своему примеру, по своему опыту, когда мы учились в Санкт-Петербургском государственном университете. Именно в 1998 году нас 6 парней, чеченцев, склоняли, и большая часть им удалось склонить, подписать, точнее, не только подписать, но и продолжили учебу. Все, кто были отчислены, те не стали подписывать. А все, кто закончил Санкт-Петербургский государственный университет, согласились. Ну, может быть, там, за исключением одного человека, которому, по крайней мере, он тогда говорил, ему не предлагали работать. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Ибрагим Никархо. Обычно все русскоязычные СМИ называют нас сепаратистами, в том числе называющие себя оппозиционными и существующими за счет Запада, чтобы у нас общего с русским миром язык, культура, генетика. Сепарат. Да, Ибрагим, абсолютно ты прав, и именно об этом я и говорю. Германия, мох, мишк, цянич, о, гаргалу, тас бельбу, гергалу.
Варвалу, Гергалу, Нох говорит. С одной стороны, ты прав, потому что много лет часть Германии находилась под оккупацией КГБшников, и Штази, спецслужба, считалась одной из самых эффективных советских или коммунистических, вот этих террористических организаций, одной из самых она считалась. Это оценка западных спецслужб, то, что я вот читал, смотрел. И инфильтрация, и вербовка большого количества граждан Восточной Германии, и не только, конечно, повлияла на то, что есть люди, которые работают или склоняются сердцем, душой, в надежде получить какие-то дивиденды на сторону Путина и КГБ. Но здесь также есть и другая сторона в этой Германии. И это абсолютная правда. Немцы, Германия — это свободная страна, сильная, своеобразная страна со своим характером. И если сравнивать с другими европейскими странами, я считаю Германию, если так можно сравнить, с мужчинами, с молодыми людьми. Италия, Франция, такие молодые, бурные, манеры, я имею в виду, не то, что они старые народы, древние народы или нет, да, они все здесь в Европе древние, но они такие, как молодые, такие активные, шумные, а немцы в этом плане какие-то уже такие мудренные опытом, нация, народ напоминает. Это мое субъективное мнение. Вот так мне кажется. А здесь есть очень много людей, просто которые на дух не переносят вот эту идеологию фашизма, русизма и другого изма, который исходит из России. Но, опять же, каждый думает о своих национальных интересах. Как об этом должны думать украинцы, как об этом должны думать мы, чеченцы, и все остальные. Это не значит, что мы должны мешать кому-то и делать кому-то проблемы. Это значит, что мы должны думать о себе в первую очередь. Как мы всегда так и делаем. Каждый человек, каждый думает о себе, о своей семье в первую очередь, потом о соседях, горожанах и так далее. И точно так же должны действовать и нации. Вот такие вот дела. И я не защищаю Германию, на самом деле. Я благодарен Германии, вот мне тут пишут, я защищаю Германию. Нет, я говорю правду, и как я ее вижу, ощущаю. Я также могу защищать и Францию, также могу защищать и Австрию, хотя у меня есть претензии ко всем этим странам, в том числе у меня есть вопросы и претензии, и недовольство к Германии, но это не отменяет ни в коем случае тот факт, что я благодарен этой стране лично для себя. То, что делается для меня сейчас, в данное время делалось для моих родителей, для моих родителей, для моих родственников, которым предоставлено все. Да, чисто по-чеченски я благодарен, имеется в виду по-человечески, да, без всяких других составляющих. А если есть какие-то вопросы к конкретным политикам, такому как Шрёдер, я всегда буду высказывать, как бы ни казалось это кому-то, но также я буду высказывать то, что, например, убийцу Зелимхана Хангашвили, полковника ФСБ или ГРУ, осудили пожизненно. Это я тоже буду видеть. И все требования, которые мы, маленькая группа чеченцев, на попытку провокации со стороны российских спецслужб, несмотря ни на что, мы вышли и подали бумагу в прокуратуру с требованием признать политически мотивированное это преступление, убийство Зелимхана Хангашвили, чеченского и грузинского диссидента. Все наши требования, кроме высылки Нечаева, были выполнены. И министр иностранных дел, новая министр иностранных дел Анна-Лена Бербок, она фактически
обратилась к нам, к чеченцам, и сказала, что ваша безопасность будет гарантирована немецкими органами власти. И для меня это хороший повод доказывать тем, кто немножко не согласен с разной позицией. У Германии она всегда будет своей, она никогда не будет чеченской или даже американской, она будет всегда немецкой. Да? И любой немец, который хочет дружить с Россией, он все равно, ну не любой, конечно, но по большей части, он все равно думает о благосостоянии, о будущем Германии в первую очередь. То же самое тот, кто на стороне американцев, ну, по большей части. Вот так это все делается. Есть, конечно, мерзавцы-подонки, которые это делают ради денег, продают интересы Родины и так далее. Но в этом плане нам есть чему поучиться у немцев. Так, давайте почитаем ваши еще комментарии, и потом я вам расскажу, что говорит Новодворская. Так, Vilpes in kulta. Wa alaikum assalam, Vilpes. Noći noh, wa alaikum salam. Так, ночь, ассалам алейкум. И Битукай, говорим. Пулеметик, нарк связи, мавали ролик яхкан. Он духал. Суху лилдуа. Вот я вис хан моя лир. Хайра. Ну, я думал, отвечать или не отвечать на это, поэтому я пока еще не решил. Я пока в раздумье. Если я надумаю ответить, он там говорит, ладно, не буду я сейчас пока углубляться. Я подумаю, я отвечу ему. Я не считаю, что я должен отвечать. На удивление, Германия не делает выводы. До начала Второй мировой войны Германия и СССР были союзниками. Аслан Лор, страх это бессилие, выход всегда есть, но чуть-чуть принадлежит нашим детям, и каждое поколение должны вносить вклад против РУ. А как? Зайцами мы не решим, Аслан, один в поле не воин. Ну да, согласен. Ну, один в поле все-таки воин был, да? Главное, чтобы он был четко знал, что ему делать и куда идти. Так, пропала связь, тебя глушат и твои зрители. Intelligent Board, да? Ну, я вижу что-то, он тут происходит, виснет там и так далее. Я полностью поддерживаю Германию. Правильно делает. Украина в свое время сотрудничала с Рашкой, когда нас убивали. И до сих пор торгует с Рашкой. Украине надо показать пример. Тойзен говорит это. Тойзен, я тоже, я всегда и полностью поддерживал и был на стороне Украины. Остаюсь на стороне Украины. И буду на стороне Украины, несмотря ни на что. Украинцы уже доказали, что они свободные, честные люди, и у них есть свои, конечно, свои национальные интересы, и я их уважаю. Ну, конечно же, поддерживаю их в этом. Но когда Германия не дает оружия, нужно быть здесь объективным. Германия никому не дает оружие. Я бы хотел, чтобы дали это оружие. Германия лечила здесь, Германия помогала в военном плане. Но Германия, я еще раз говорю, это большая, мощная, мудрая страна с мудрым руководством, без сомнения. Немцы мудрейшие люди. И если вы поживете здесь, в каждой детали, в каждой мелочи, вы можете увидеть многолетнюю, многовековую историю какого-нибудь их подхода к какой-нибудь ситуации, начиная от каких-то бытовых вещей, там, уличных, дорожных, в строительстве и так далее, заканчивая политикой и так далее.
ошибки, конечно, невероятная ошибка. Мне не верится, что немцы, вот я знаю, все эти факты есть, фото, видео, да, и мы все знаем, что как Земля круглая, хотя некоторые говорят, что она сейчас плоская, также, что была эта война, и что немцы были не на стороне добра и света. И у меня в голове не укладывается, как эти люди так могли себя вести. Просто невероятно. Как это нужно было так им мозги запудрить. Но как любая мудрая, как любая политически дальновидная нация, они на законодательном уровне многие вещи запретили себе. И было бы хорошо, если бы, даже несмотря на то, что весь мир поехал воевать в Афганистан, и немцы не поехали бы воевать в Афганистан тогда, придерживались тогда своих принципов. И, к большому сожалению, поехали тогда в Афганистан. Это была первая операция немцев за пределами Германии после Второй мировой войны. И у немцев есть принципы, может, их тогда вынудили просто, и казалось, что пускай потренируются и так далее. Но сейчас и до этого, и в других случаях Германия придерживается своих принципов, и ее принцип не помогать ни одной из сторон. И я хотел бы, чтобы еще раз, чтобы Украине Германия помогала. Она помогает только в военном плане, имеется в виду вооружение. Для убийств она не помогает. Она и госпитали, и каски, и лечение, и все остальное делает. И это очень хорошая роль, если хватит мудрости поблагодарить. Например, мне, чеченцу, если бы и немцы тогда помогали бы нам в русско-чеченской войне, касками, госпиталями и так далее, я был бы благодарен даже за эту помощь. Не говоря уже о той помощи, которую окажут другие страны, которые нам не оказали эту помощь. И поэтому даже, и в том числе и Украина не оказала эту помощь. За исключением нескольких добровольцев и несколькими сотнями болеющих за нас, живущих в Украине, или тысячами украинцев. Но я думаю, если начнется война против Германии, а часть Германии это интересы России, восточная часть Германии это интересы России, об этом говорят террористы из Кремля и Лубянки. Интересно, когда немецкая армия будет воевать, немцы будут им поставлять госпитали и только каски, или же и автоматы, и патроны тоже будут поставлять. Потому что, я почему это говорю, Украина, конечно, это не Германия, немцы это, украинцы это не немцы, каждый национальный интерес свои, но сегодня Украина воюет и за Германию, и за Америку, и за Францию, и за Чечню, и за всех остальных она там воюет, за Чечению. Поэтому эти принципы, когда они действуют, нужно не только по букве, что вот мы не помогаем, но и по духу этих принципов и законов нужно действовать. Поэтому у меня двоякое, конечно, отношение, но я понимаю, почему Германия это делает, поэтому прошу строго не судить нашу Германию. Я имею в виду к украинцам, которые иногда делают выпады в сторону Германии. Не судите строго. Так, Аслан, ответь, можно Путину или на крайняк Лаврову? Что можно? Сейчас я найду твой вопрос. Так. Так, Дудолиток, я не могу найти твой вопрос. Можешь написать еще раз? Фактически Германия передает своих союзников ради своих меркантильных целей, говорит Ибраим. Пытается поддержать экономические отношения России, может не простить такой благосклонности. Россия обязательно нанесет, если это делается не из гуманных или своих принципов, если это Германия делает, а прикрывается этими, да, тот, кто эту точку зрения отстаивает,
прикрывается этими ценностями, то я уверяю, есть истинные цели, это экономические цели, Германия хочет стать еще богаче, то я уверяю, то Германии придется заплатить намного больше, чем она сейчас пытается экономить, если Россия одолеет Украину. Даже одолев на время только лишь в сражении войну в Чечне, мы получили войну в Грузии, Украине, в Сирии геноцид и коронавирус, от которого каждый день в Германии умирают люди. И экономика Германии, которая на протяжении, ну и когда оставили Чечню в покое, да, на съедение России, и весь мир зарабатывал бабки, вот за эти, с 94-го, можно сказать, да, за 28 лет, с тех пор, как нас отдали на откуп, ну, почти весь мир, хотя некоторые бились очень достойно за нас, низкий поклон им и вечная благодарность из чеченского народа. Так вот, только лишь коронавирусом, там разными омегами, омикронами и другими нанесен ущерб, вот все, что 28 лет накапливали, вот это все ушло в трубу, и еще миллионы человек умерло. Это плата за трусость, это плата за отхождение от своих принципов и за алчность. Так, Георгий Королев. Вся эта старая номенклатура СССР не может понять, что время ее пришло. Цепляются кончиками пальцев, но, увы, героям слава. Так, Альберт IV. Помню, находясь в Москве, мы так надеялись на Хасбулатова, что он поможет чеченцам при очередной провокации ФСБ против нашего народа. Надежды оказались напрасны. Хасбулатов никогда, я не помню, чтобы он высказывался во время активной фазы геноцида, что геноцид совершать над нами нельзя. Хасбулатов, видимо, радовался, что чеченцы, которые его признали предателем чеченского народа, которые везде говорили, что он предатель, что их теперь наказывают. И, наверное, Хасбулатов в тайне в душе радовался этому. Но что бы ни произошло, чеченский народ выжил, выстоял. Кто умер, того похоронили, а Хасбулатов остался тем же, кем и был, предателем чеченского народа. Ибраим Никархо. Каждый путинский кош тергали яшхильч, тем более лей в 4-5 степени. Лейш, говорит Ибраим Никархо. Intelligent Burn. Один в поле воин, если ты знаешь, как организована система и как функционирует. Да? Нохчино. Меги Асла, не отвечай. А так. В Германии много атошников лечилось после тяжелых ранений. Мои побратимы там направлялись после обстрела по посту из танков. За эту помощь Германии спасибо. Зион. Да, Зион, я согласен. Ответить можно Путину или на крайняк Лаврову? Аду, я вернулся к твоему вопросу, но не знаю, о чем ты. Германский нацизм возник против коммунистической идеологии, говорит Тойзен. Ну, можно согласиться отчасти, можно сказать, что Сталин поддерживал нацизм, как сейчас Путин поддерживает разных АФДшников, нацистов или приближенных, стремящихся к нацистам. Да, так что не знаю точно. В Германии у власти остались люди Шрёдера, которые в 90-е годы закрыли уголовные дела против Путина. Intelligent Bird. Intelligent Bird. Не совсем так. Не совсем так, потому что здесь все равно, да, есть люди, конечно, есть из их партии, есть прорусские, есть, все это есть.
Ну, здесь не как в России, что вот зацементировано, и все это вот под контролем передается детям, внукам и так далее. Нет, здесь все-таки Германия это очень крутая страна, очень свободная страна. И да, здесь возникают перегибы, возникают, там подростки возникают, там Путин, Ферштейны возникают. Но при всем при этом возникают альтернативные точки зрения, которые немцы готовы отстаивать до последнего. Так, Джахар Дуда, ассаламу алейкум ассалам. Массу вежеш массерга, ассалам машу. Ва алейкум ассалам, Джахар Дуда. Машу ник мощный, он Джахар. Кадыров не угрожал казахам, а просто знает, на что способна ОДКБ, кровожадная русская армия. Аду Давлетов, вот да, здравствует шариатская Россия. Чтобы стать цивилизованной страной, она должна пройти эволюционный период. Вилпес, инкульта, не воспринимай его слова всерьез. Он глупый клон, который просто так, это не мне. Джахар Дудаев. Аслан, последнюю неделю не могу выбросить из мысли вот эти слова в заявлении Янгулбаева Абубакара. Напишу в следующем сообщении. В прошлом своем стриме я Янгулбаева Ибрагима называл Абубакаром, которого избили, имеется в виду. Потом, ну, по-моему, я потом только вспомнил, я не смотрел свой эфир, но, по-моему, я Ибрагима называл Абубакаром, которого избили. Их 3 брата, оказывается. Так, Кадыров, так. Будем надеяться, что русские проснутся и покажут нам, что с ними не все потеряно. К сожалению, хотя мало верится, говорит Ибрагим. Да, Ибрагим, я в это вообще не верю. Анна Старовойтенко. Сегодня осуждаю Германию как украинка. Точка. Имеете право, Анна. Джахар Дудаев. Янгулбаев, Абубакар, телеканал Дождь. Ну вообще похищение в Чечне существует с начала первой военной кампании в Чечне. С 90-х просто. Этих одних перешло к другим. А кадырцы сегодня продолжают. Ну, что здесь странного? Он сказал правду. В этом месте он говорит абсолютно правду. Так, Чечня не Россия. У меня чат твистнет. Вот что-то странное происходит. Говорят, что Кадыров в последнее время во сне начал петь песню «А мы идем на север». Джахар Дуда, обращение к чеченцам. Так. То есть Анна Старовойтенко. Теперь вы знаете, что чувствуют чеченцы, и до сих пор чувствуют, когда нас вспоминают после того, как мы напоминаем. Так, в Казахстане наши ночи. Так. Фриман антипутинизм. Про гибель империи ранее в книжках писали и в школах рассказывали, не вдаваясь в детали. Сейчас мы это наблюдаем собственными глазами. Да, именно так. Джахар Дудаев. Только не надо делать из меня оправдателя похищения Зарема Мусаева. Я совсем в другом. Хотя, возможно, это связано между собой разборками подрусских академиков и подрусских интеллигентов. Смотрите, еще раз, я уже много раз это говорил, мы немножко отличаемся вот от Янгулбаевых, ну, хоть они и чеченцы, хоть они выступают против Кадырова, но они оппозиция Кадырову. Этот Абубакар Янгулбаев об этом говорит. И все остальные, кто все время выступает против Кадырова, только лишь против Кадырова, и то они вынуждены, потому что вот мы им указываем, что почему вы не говорите про Россию, почему вы не делаете этого, почему вы не делаете то. И они просто вынужденно, потому что люди задают вопросы, почему реально вы только про Кадырова говорите. Вынуждены говорить иногда что-то вставлять про Россию. Ну, может, некоторых не доходит, но я не верю, что они не доходят, конечно, таким людям. Это зрители, там, люди, которые не посвящены во всю эту кухню, могут сразу не догонять. А так, все прекрасно понимают. Это оппозиция Кадырову.
Мы не являемся оппозицией, мы не признаем российскую оккупацию, мы не признаем российскую юрисдикцию на нашей территории. Поэтому мы ни в коем случае не можем быть оппозицией. Все, кто выступают против Кадырова, как бы они там, в кого бы они там не рядились, и Марат Кавказовцев, ичкерийцев, там, я не знаю, новое какое-то у них свое там движение какое-нибудь будет. И если они говорят не в контексте России и ФСБ, все, что над нами сделано, если они говорят только лишь про преступление Кадырова, то это оппозиция к Кадырову, российская оппозиция к Кадырову. Как бы они во что ни рядились, понимают они это или не понимают, это оппозиция к Кадырову. То есть внутрироссийские оппозиционеры, это внутри у них своя каша. Мы, чеченцы, не имеем никакого отношения к России. У нас должна быть хорошо оборудованная государственная граница. Это все, что нас должно объединять с Россией. Никогда мы добровольно не входили, никогда не войдем добровольно. Это уже показали последние 20-30 лет нашей современной истории. И все, кто пытается быть частью России под видом ярых оппозиционеров Кадырова и так далее, это сугубо их личное дело. Они, когда наша страна будет деоккупирована, они обязаны будут за своей оппозиционной деятельностью заниматься в той стране, чьей оппозицией они являются, а не в нашей стране. И неважно, чеченцы они или не чеченцы, если вот такая вот ситуация. Поэтому вот эти оппозиционные разные выпады, которых, кстати говоря, американские каналы «Настоящее время», «Радио Маршо», «Кавказ Реалий» с таким усердием поддерживают, что у меня закрадывается впечатление, что идет сговор между русскоязычными американскими СМИ, то есть русскими, ну там некоторые, может, есть и чеченцы тоже в этих русскоязычных американских СМИ, с российскими оппозиционерами, как московскими, так и чеченскими. И нас по какой-то причине игнорируют. Не все, конечно, далеко не все. Но вот игнорирование идет такое. Поэтому, что бы ни было, у нас есть своя позиция, и она будет отличаться от любой другой, которая будет противоречить нашим интересам, чеченским национальным интересам, правам человека, чеченских граждан. Поэтому такие вот дела. Так. Ибрагим Никархот. Да, в русском аманате Россия захватывала и пытает давно, однако дочь ингулбаевцев аккуратно перекинула все русские мусорские пытки, бутылки и тому подобное извращение на по-чеченски. Да, Ибрагим, ну она молодая, может, и дома то, что у них говорят, наверное, это на нее наложило отпечаток. Не будем слишком строго ее одну суть. Там, мне кажется, все идет от отца, который работал федеральным судьей, и после того, как его оттуда попросили, он начал активно выступать, и сын его выступать начал против этого всего. И именно в 2013 году вот эта пропагандистская деятельность началась, хотя Ибрагим их был задержан, как он говорит, подвергся жестоким пыткам, что, в принципе, я легко верю. Раз 1,5 года сидел и, вероятно, пытали. И он будет давать показания, по всей видимости. Ну, пускай дает. Так. И я не против, чтобы была оппозиция Кадырову. Не против. Я против того, чтобы эта оппозиция притворялась прочеченской, свободной чеченской, потому что все, кто за Россию, это не чеченцы, это россияне, да, они этнические чеченцы, но они россияне.
А мы ичкерийцы, мы свободные чеченцы. И подавляющее большинство чеченцев именно свободные чеченцы, свободные ичкерийцы. Даже если они там поддерживают имарат и так далее, при всем при этом они остаются свободными чеченцами. Это уже наша оппозиция. Имарат это будет, там хабашизм это будет, каратизм это будет. Это уже наша оппозиция. Но это мы уже между собой разбираемся. В рамках закона, уважительно, кто не уважительно, это уже наши дела личные. А все, что не чеченское, все, что отвергает или не предполагает свободного чеченского государства, это античеченские элементы, антиичкерийские там и так далее. Некоторые по незнанию наносят вред, например, тот же Имарат Кавказ, мне кажется, он наносит нам вред, нашему делу, развитию нашего дела. Потому что Имарат Кавказ, Объединенный Кавказ, это очень отличная идея. Просто вся проблема в том, что вот в этом Большом Кавказе нету народов, которые бы хотели бы с нами. Есть бойцы, которые сопротивлялись наравне с нашими бойцами. А вот как народ стремления, этого нет. И мы не можем заставить дагестанцев стать свободными. Мы не можем огнем и мечом их принуждать к свободе. Как мы не можем там других остальных. Карачаевцев, черкесов, других, третьих, осетин. Ну сейчас Осетия объединена. Поэтому все свободные жители Кавказа имеют полное право, особенно если они сражались против русской армии, оккупационной армии, имеют право получить гражданство, если будет два поручителя, гарантирующие, что этот человек является достойнейшим человеком, и я буду ходатайствовать об этом человеке, чтобы он получил наше гражданство, и имеет все права проживать на нашей чеченской земле, наравне с нами, имея полные права, какие есть у нас. Поэтому народы не хотят, это утопия, большому сожалению. Я очень сожалею, что так, я сам хочу этого. И будем надеяться, что проснутся, новые поколения проснутся. Но я так вижу, что не только русские не хотят бороться за свою свободу, но и многие, ну или некоторые народы Кавказа тоже не хотят бороться за свою свободу, и их устраивает то положение вещей, в котором они находятся. И называть себя россиянами, им это не оскорбительно, а даже иногда гордо некоторые это делают. Но это другая история. Аслан, он говорит, что стоял с поднятой головой. Так, ничего, вопросы. Когда Кадыркова пытал, из чего он хилаун. Как найти? Они топят за россиянство, это 1000%. Не слышу вас сам. Мы не оппозиция. Да, мы не российская оппозиция. Да. Intelligent Born. Аслан, понимаешь ли ты, что чеченцы, которым не безразлична судьба Чечни, должны стратегически планировать свой функциональный путь и при этом планировать альтернативные пути развития ситуации в России? Конечно, именно так это и должно быть. Если мы строим государство, мы когда даже когда мы растим детей, мы можем его 10 лет, там, когда мы уже поняли, что у него есть какое-то стремление к чему-то, желание идти к чему-то у этого ребенка, мы можем запланировать на 15, на 20 лет вперед его жизнь. Куда он пойдет учиться, куда пойдет работать и так далее. Это всего лишь семья, это только маленький пример. А мы, чеченцы, которые должны, не мы, не я, а чеченцы, которые должны думать о нашем государстве, они должны думать на 100 лет вперед. Ну или хотя бы на 50 лет, а на 100 лет хотя бы какие-то задатки закладывать сегодня. Конечно, это обязательное условие для любого государства. Должны быть тактические и стратегические планы. Далеко идущие, далекие планы должны быть. Без этого никак. Без этого никак. Государство по-другому не может существовать. Фриман антипутинизм. Достаточно просто арестовать русский триллион и выслать в родные всех родственников, всех чиновников и вообще российской верхушкой знати. На войне как на войне.
Так. У Ингулбаева даже есть свой герб и адат, как у Аль-Багдади. Только печатными буквами. Короче, у них в семье полный когнитив. Отец русский судья, кафирский по идеологии сыновей. Дочь тоже современная. Ибрагим. Информация к размышлению. Фриман антипутинист говорит. В Норвегии вырубка леса запрещена, а в Китае вырубка леса. И в Китае вырубка леса запрещена. В прошлом году Норвегия побила рекорд по закупке леса у Китая. Да, российский лес с китайской нумерацией. И мы, вольные чеченцы, никаких мимаратов и маратов, свободная Ичкерия, любимая Чечения и последующим свободный вольный Кавказ. ДНДК. Да, не. Но Кремль не дремлет и совершенствуется, а может новых подрусских готовить для смены Кадырова. А как по-другому? Пока русские не говорят, что Чечня это не наша земля и ее нужно отделить, все эти русские, какие бы они ни были хорошими, как бы они хорошо не относились там, к каким-нибудь там судьям или какому-нибудь там бывшему министру Алханову или какому-нибудь там военным Ямадаевым, эти русские для нас являются, и те путинские русские, они являются на одной стороне. Да, это я свою точку зрения говорю. Это я так это вижу. Я никого, ни за кого это не говорю. Но я считаю, что большая часть чеченцев так думает, как я думаю. Все они являются, как бы они не спасали людей, как бы они не помогали там выехать с семьей. У меня 7 человек похитили. И об этом так не говорят. У Янгулбаевых, который был судьей и занимался вот этими делами, о нем все начали говорить. Ну да, они правильно это преподносят, там разные фонды там, и так далее, но эти фонды и разные американцы и разные журналисты, они тоже должны были увидеть. У меня сперва 4 забрали, потом выяснилось, что их оказалось 7. Об этом никто даже не пишет. Даже наше правительство, точнее правительство Ахмеда Закаева, оно даже выкладывает это и не упоминается, их прокуратура генеральная указывает всех, а меня первый, который сообщил о том, что даже не указывает. Тогда у меня складывается впечатление, может это тоже оппозиция, тоже может уже наше правительство или Ахмеда Закаевская, может это оппозиция Кадырову или там внутрироссийская оппозиция. Не знаю я. Поэтому раз все говорят, раз все так делают, наверное, для чего-то готовят, для чего-то подготавливается это все. Ну, они могут делать все, что угодно. Наша позиция останется неизменной, что бы ни случилось. Мы будем говорить, разбирать и говорить правду, как мы ее видим. И разные вот эти игры, которые не приносят пользу чеченскому народу, но приносят некоторым людям пользу, отдельным личностям. Мы в этом участвовать не будем, в этих играх. Так, Кремль для дремли совершенствует, может быть под-русски готовить для смены. Никаких халифатов, эмиратов, исходя из реалий. Как найти? Хасан Исраил. Ассаламу алейкум. Байрак ас еллак хинце гушью. Машаллах. Хасан Исраилов. Алейкум ассалам. Никарго. И еще канал называется Адат, тагутским названием по шариату. Так, Intelligent Bird. Эмират Кавказ это нереально, недостижимый результат, если учитывать статистику и историю. Народы Западного Северного Кавказа малочисленны, и тенденция идет только по наклону. Ну, есть такие люди, нужно напомнить, что Эмират Кавказ признана террористической организацией, и 2 человека, как минимум 2 человека в Вене осуждены за участие в этой террористической организации. И речь не о том, именно об этой организации Эмират Кавказ, членами или сторонниками которых являются до сих пор нормальные, уважаемые люди из нашего общества, которые привержены вот этим взглядам.
Речь о том, как ты правильно говоришь, что она нереализуема. Идея отличная. Идея та, которую Джохар Дудаев и Зият Гамсахурди озвучивали. И я поддерживаю, в принципе, я поддерживаю любые начинания, которые были со стороны Джохара Дудаева, потому что, мне кажется, они все были направлены на достижение национальных интересов, максимальных защита, развитие чеченского общества и чеченских национальных интересов. Поэтому идея отличнейшая, конечно, это нужно делать. Но для этого нужно работать. Не 10, не 20, не 100 бойцов с Дагестана, с Ингушетии. Я думаю, с Ингушетией это другая история. С ингушами нам попроще будет этот вопрос решать. Но вот с другими кавказскими народами, которые есть, они 100 бойцов, 1000 бойцов. И без поддержки населения этого недостаточно. Даже 1000 бойцов. Народ должен. Простые женщины, бабушки, дедушки. Они должны загореться этой идеей. Только в таком случае мы можем быть вместе. А если этого не будет, и внутри Дагестана не будет консенсуса на то, чтобы Дагестан был свободным от России, и мы станем вместе, не достигнув Дагестан внутри себя этот консенсус, мы с Дагестаном и с другими народами станем единой конфедерацией какой-нибудь там, или союзом каким-нибудь, на примере того же европейского, и будем жить без границ, то, не имея этого консенсуса, мы, получается, берем потенциального врага себе в союзники. Потому что Россия через Дагестан, который не зачищает, не борется внутри себя идеологически за свободу и независимость от России, он станет тем же, той же раковой опухолью, которую Россия сейчас пытается в виде Донбасса и Луганска втолкнуть в Украину. А нам это нужно. Мы же уничтожим свое государство. Государство уничтожить очень легко. Достаточно даже просто ничего не делать, оно будет уничтожено врагами. Не говоря уже о том, что если на это прилагаются усилия. Здесь должны люди стоять, тысячи людей должны стоять, стояли. И сейчас, я уверен, сейчас просто время такое не очень хорошее, но и тысячи чеченцев до сих пор стоят, переживают, думают, ложатся с этой мыслью спать, просыпаются с этой мыслью. Я абсолютно в этом убежден. Потому что то, что я думаю, думают все чеченцы. Потому что я срез только этого чеченского общества. Я один из них. Поэтому, к большому сожалению, объединение сегодня, объединение это утопия. Мы должны свою страну поставить и потом уже вести работу, если они хотят жить свободно. Отсоединяйтесь и объединяемся в союз. Не хотите, ну, извините. Начнут бороться. Мы должны всячески им помогать. Теперь, после событий последних войн, нас ничего не сдерживает в отношении России. Никакие обязательства не помогать Дагестану или каким-либо другим народам, живущим на Кавказе или не на Кавказе. Никакие обязательства у нас в России не действуют. Тем более сейчас в условиях войны, если не будет заключено других новых соглашений. Но это будет уже, наверное, с новым образованием российским мы заключим этот договор и будем жить и не тужить с хорошо укрепленной границей. Так, время наше истекло, ребят. Зачитаю-ка я Тойзена. Кавказские народы не готовы быть свободными. Несколько сотен лет добровольного рабства дало свои плоды. Да. Ну и зачитаю тогда Евгения. Евгений, витаю тебя. И тут еще, сколько вы написали уже, друзья. Думать на 100 лет вперед это по-китайски. И у них это работает. Факт. Да, Евгений, именно так. И мне кто-то говорит опять про бороду. Здесь есть этот человек, который очень беспокоится про мою бороду. Говорит, я бороду убрал и так далее. Почему я без бороды? Я всегда носил бороду. Ну, не всегда, но большую часть своей. Хоть это неприлично говорить, я носил и в Москве носил. Не такую большую, как проповедники.
Ну, всегда был с бородой. Ну, как сюда приехал, я тоже носил бороду, большую бороду. Но когда начали вот эти выпады на меня делать, это уже внутреннее мое возмущение сыграло, и я начал систематически бриться. Потому что не люблю, когда вот разные такие люди, разную ерунду мне тут указывают. И я опять начал, ну, думаю, борода, зима, сейчас холодно, надо оставить и так далее. Потом смотрю, опять пишут, опять борода, не хватает и так далее. Я типа с бородой там и так далее. Я подумал, ну не буду я хлеб вот этих провокаторов забирать, отпущу сейчас бороду, сяду, буду иншаллах говорить. Сейчас все, кто именно делает обожествление этой бороды, перебегут ко мне, а мне они нужны, ну и они те останутся без хлеба. Поэтому я вернулся в свое нормальное состояние и побрился. На этом наш прекрасный стрим заканчивается. Ури Амаш Воль. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Аликюаль Маш Ойл. Спокойной ночи.